Сегодня у нас в гостях в студии человек, который не один раз покорял океаны и, наверное, почти все моря. Я с удовольствием представляю Николая Андреевича Литау. Это заслуженный мастер спорта, капитан яхты «Апостол Андрей», кавалер Ордена Мужества. Николай Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада приветствовать вас в нашей студии. И мне кажется, я перечислила вообще не все регалии, не все ваши достижения в вашей второй жизни. Ну, достижений много, конечно, за 30 лет. И мы удостоены многих наград, потому что наши плавания в основном экстремальные. Вот, и в местах, в которых мало кто на яхтах ходит. Это высокие широты, Арктика, Антарктида, Антарктика. Вот, поэтому... Башкортостан, Уфа не так близки к Антарктиде. Но, однако, вы к нам каким-то образом... И морей, и океанов у нас нет. Но как-то вы до нас доплыли. Ну, вы знаете, вот это немножко такая история достаточно интересная. Дело в том, что я сам тоже родился далеко от моря. Я родился в Северном Казахстане. Вот. И надо вам сказать, что вот первые кругосветки наши российские, вот после 90-го года, когда так, выход такой большой яхт стал, практически все яхты не с больших морских российских портов. Это Москва, это Казань, это Волгоград, это Омск. Нет там Петербурга и нет там Владивостока. Вот таким образом. Вот. А с Уфой что? Ну, тут, в общем-то, вот видите, казалось бы, но здесь есть чудесный музей, полярный музей имени Альбанова. Собственно говоря, мой вот предпоследний визит и сегодняшний визит связаны именно с этим музеем. Когда я узнал, что 3 года назад такой музей был здесь открыт, а здесь еще плюс в Уфе живут моих 2 члена экипажа, которые со мной ходят время от времени в Арктику. Вот. Они меня пригласили в 22 году, мы познакомились с этим музеем, но в этом году музей уже меня пригласил на альбановские чтения. Я здесь вот со своим сообщением. Ну и всегда рад общаться с людьми такого склада характера и души. Музей Альбанова, насколько он, как сейчас говорят на современном языке, зашел вам, да? Насколько он вам близок? Насколько он вообще значимый, как думаете? Ну, то, что он мне зашел, это ничего удивительного нет, потому что я сам был трижды на земле Франца Иосифа, там, где произошло чудесное спасение Альбанова в 1914 году. И поэтому те места мне знакомы просто самому. Я своими глазами все это видел. И когда я читал книгу Альбанова «На юг земля Франца Иосифа», конечно, для меня это было таким, в общем, серьезным моментом. Вот. Но музеи любые важны. А так как я занимаюсь морем последние, значит, там, четверть века, конечно, больше всего меня лично трогают темы, связанные с морем, с Арктикой, вот, в первую очередь. Вот. Они несут, конечно, огромную такую образовательную функцию, воспитательную функцию. Молодежь надо воспитывать, надо приучать их. Ну и потом все-таки романтика, я считаю, вот, если человек не романтик, то как-то с ним не очень интересно общаться. Ну, вот. А такие вот музеи, как музей, в частности, Альбанова, конечно, именно всему этому и служат. Вот. Проходят еще альбановские чтения. А что они с собой несут, как думаете? Ну, здесь мы, вот на мой взгляд пока, мы общаемся, мы встречаемся с людьми. Вот, допустим, сегодня для меня было 2 очень интересные встречи с Евгением Ферштером. И, значит, сейчас вылетело из головы сходу, с людьми, которые работали там на ЗФ. Я о них читал, я о них знал заочно. И вот мы за одним столом собрались сегодня, обменялись, значит, там, своими докладами, своими впечатлениями, значит, подумали о будущем, о том, мы опять идем в этом году, они идут на землю Франца Иосифа, я пойду на Шпицберген, мы пойдем опять рядом какими-то одними и теми же путями. Вот это очень важная такая площадка, мне кажется, для того, чтобы именно пообщаться, сверить ориентиры, значит, там, понять, куда дальше двигаться, вот. Мы тоже сегодня собрались с вами за одним столом. Мы тоже о вас знаем. То, что написано на просторах интернета, это понятно. Но хочется именно от вас услышать, чтобы это была максимально достоверная информация. Вы ведь не всегда были капитаном яхты. Вы не всегда этим занимались. У вас есть прошлая жизнь? Ну да, у меня 2 прошлых жизни, скажем так, ну по возрасту, если их разделить. Первая моя жизнь, это я, значит, был 17 лет я отдал автомобильному транспорту, водителем был, потом начальником автохозяйства. Вот. Ну, очень активно занимался туризмом.
Вот. И, кстати, моих первых 2 визита в Башкирию были связаны именно с туризмом. Это мы сплавлялись по реке Белой, мы путешествовали, естественно, с снегоходом Буран, но это еще было 80-е годы. А потом вот, пришел в мою жизнь парус, и увлечение парусами и яхтами. Вот, и они стали настолько мешать работе, что пришлось бросить работу. И с 93-го года мы начали строить яхту «Апостол Андрей». Вот. А в 96-м году ушли в первое кругосветное плавание, и с того момента я, собственно говоря, больше ничем не занимаюсь. 3 кругосветных экспедиции и уже 16 арктических экспедиций за нашими плечами. Плюс еще Антарктида, 5 навигаций. Так что вот. Знаете, вот это очень сложно укладывается в голове современного человека, в частности в моей, что когда вот у тебя есть стабильная работа, вроде бы стабильная, да, и есть хобби, но ты все равно выбираешь хобби, и потом еще, и это не просто становится хобби, еще и кругосветное путешествие. И, ну, вам же впору разные тренинги проводить. Как вы вообще до этого дошли? Как вы планировали кругосветное путешествие? Какие вы себе задачи ставили? Ведь все говорят о кругосветном, ну, многие говорят, но не всякий решается. Ну, это да. В принципе, сегодня кругосветки-то уже ходит много народу, у кого есть там возможности, ну, есть деньги, есть возможность или работать удаленно, там, ну, как некоторые специалисты могут уже не ходить на работу каждое утро, а сидеть где-то там за 3-9 земель и заниматься работой, да. Вот. Но вот чтобы стать уже таким, как мы, вот, смены, которые полностью себя отдаем парусу и морю, ну, это просто меняешь профессию, становишься профессионалом в другой профессии. А потом, конечно, в итоге, когда там в кругосветке находился, времени есть достаточно, я пошел, поступил в Макаровскую академию, ее закончил, второе образование высшее получил, уже морское, профессиональное. То есть, как бы теперь я уже вдвойне профессионал. Но на это нужно, конечно, решиться для того, чтобы вот оставить одно насиженное достаточно место. Вы правильно говорите, все-таки должность завгара достаточно обеспечена и все остальное. Но тут, может быть, что мне помогло? Дело в том, что это произошло-то в 90-е годы, когда ломалась вся страна. И когда ты бросал одно и начинал другое, и вообще кто-то выплыл, кто-то не выплыл. Это все такое было время очень смутное. Но вы выбрали свой ориентир. Да, мы выбрали море, и, собственно говоря, и надо сказать, что нас поддерживали и тогда. Вот, допустим, сегодня начать такое дело я бы, наверное, не рискнул. Ну, понятно, возраст, но в то же время сегодня жизнь какая-то более такая вот определенная, что ли, я не знаю. Потому что, да, вот можно было найти и поддержку, и спонсоров, в общем-то, даже легче, чем сейчас. Хотя сейчас более сытые годы, скажем, чем были 90-е. Но тогда они какие-то были бесшабашные. Там, пошли все в кругосветку, пошли, собрались и давай строить лодку. Ну вот все говорят об уникальной яхте «Апостол Андрей». В чем ее уникальность? Ну, я бы не сказал, что она шибко уникальная. Ну, корпус, конечно, прочнее, чем у яхт, которые не предназначены для плавания во льдах. Потому что все-таки столкновение со льдами, понятно, что если сжатие льдов будет какое-то, то никакая яхта не выдержит. И более серьезные суда гибли, как-то вот Челюскину мы на днях отмечали, вот в марте месяце 90 лет эпопея челюскинца, и когда появились первые герои Советского Союза, собственно говоря, эти звания 90 лет вместе вот со спасением челюскинцев. Поэтому понятно, что наша задача ходить в таких местах, где все-таки можно льды как-то избежать, ну, столкновения избежать, это не, ну, ночью темно, ты можешь просто не заметить эту льдину. Яхта же не как автомобиль едет, она идет в темноте, и, ну да, прожектор включил, но это не гарантирует, что ты можешь не налететь случайно на лед. Поэтому, ну, вот корпус, да, прочнее. Ну, теплоизоляция, конечно, присутствует. Для яхт, которые там ходят в теплых водах, это не делается. Стоят отопители, вот, ну... Вот, в общем-то, и все, пожалуй. Достаточно простое вооружение, потому что возможно обледенение, и все эти приспособления, которые помогают управлять парусом, они могут пойти во вред только, значит. Поэтому достаточно все просто, поэтому нужна команда, которая будет работать. То есть там одному с такой яхтой не справиться, вот, физически просто. Николай Андреевич, но ведь, наверное, цель была не просто кругосветное путешествие, еще были какие-то изучения, еще что-то смотрели, составляли. Ну, карты не карты, но тем не менее был какой-то результат, какая-то цель. Ну, в первую очередь, конечно, была цель, скажем так, ну, спортивная, там,
рекордная, потому что мы прошли Северный морской путь первыми, это сделали в истории, значит, там, яхтинга. Это вот ровно 25 лет в этом году исполняется, в сентябре месяце, как мы покорили, скажем так, Северный морской путь. Мы первыми прошли канадскую Арктику из российских эсминов. Мы обогнули Антарктиду, тоже сделали первыми. И это, кстати, достижение никто не повторил еще до сих пор. Хотя уже прошло тоже почти 20 лет. Вот. Серьезной наукой, конечно, мы не занимались. Я считаю, что когда эсмины говорят, что они там занимаются наукой, это либо они занимаются профанацией, либо не очень серьезной. Другое дело, что вот сейчас мы ученым помогаем. Мы с ними работаем. Вот в 22 году мы работали с биологами. То есть у нас была группа биологов, мы приходили в места лежбища атлантического моржа, вот, высаживали их на берег, помогали им, значит, отогнать белых медведей, потому что там моржи лежат, а вокруг этого обеденного стола лежат медведи, отдыхают, ждут, когда проголодаются. Вот. Но медведь достаточно осторожное животное, конечно, это очень серьезный хищник, но когда он сыт, он не связывается, и просто вот, обычным там дроном, значит, полетаешь у него перед носом, он нервничает, поворачивается и уходит. А потом уже, конечно, с оружием высаживаемся, и на случай, если что-то произойдет, чтобы вот... Мы работали с радистами, то есть какие-то радио, вот сейчас аппаратуру собираемся в этом году опять же испытывать. Ну и, конечно, с историками, это главное, пожалуй, наше. Мы ходили там по путям и Русанова, и Седова, вот Альбанова, того же самого, значит, там, экспедиции Брусилова 1914 года. Проходили всеми этими путями, создавали как бы реконструкцию этих походов. Потом, опять же, делали там сообщения, доклады, писали какие-то статьи, вот, чтобы, опять же, встречаемся с молодежью, рассказываем. Вот завтра у меня здесь встреча тоже уже с кадетами, значит, предстоит, организует. Буду рассказывать, буду личным примером вдохновлять, скажем так. Ваш пример действительно вдохновляет. Вы покорили океаны, и не по одному разу, все океаны. Да, мало океанов, 5 всего на планете. Ну тогда какие следующие цели, какие следующие? Ну, сейчас у нас вот такая работа, она достаточно тоже серьезная. Ну, в Арктике мы в этом году собираемся, значит, вот сходить на Шпицберген. Ну, потом с радистами планируется тоже поход с радиолюбителями. Какая-то там будет отлаживать будем аппаратуру определенную там. Вот. Ну, а там дальше там будущее покажет, какие новые идеи возникнут, какие там требования. Вот. Туризм, опять же, потихонечку у нас начинает развиваться в Арктике, потому что народу интересно не только в связи с тем, что как бы сегодня некуда поехать, как в Арктику, да, но реально вот в Антарктиде, допустим, там на яхты уже, ну, те компании, которые там много лет работают, у них на 2-3 года уже вперед расписаны места. Вот. И причем это не дешевое удовольствие. Поэтому и здесь у нас в российской Арктике тоже сейчас все больше и больше востребовано. Значит, так, люди хотят посмотреть на белых медведей, на моржей, посетить заповедные места. Там, вот, ну, мы тоже такое вот, в принципе. Тут получается как бы взаимовыгодная такая работа, потому что, допустим, вот в том же 22 году нам нужно было сходить на Новосибирские острова, это достаточно далеко, с историками. Мы там нашли, допустим, крест, который устанавливали еще в 1914 году. Значит, там привезли весло, которым Колчак, может быть, Александр Васильевич греб в 1903 году. Понимаете? Но чтобы туда дойти, нужны деньги. Поэтому, значит, у нас получился такой хороший симбиоз. У нас туристы оплатили половину дороги, мы их провезли по всем этим местам, потом мы их высадили в Тикси, взяли ученых, историков, пошли уже по своей программе. Сходили вот, и вернулись обратно. То есть, как бы туристы профинансировали, по сути, свой собственный отпуск, они, значит, получили удовольствие, профинансировали экспедиции, которые мы могли осуществить уже с историками. Николай Андреевич, времени нашей программы явно недостаточно для того, чтобы вы рассказали, ну, конечно, не обо всем, но о многом из своего почти четвертьвекового до 30-летнего опыта хождения по океанам. Уже, да. Поэтому я думаю, что мы с вами увидимся еще не один раз для того, чтобы поделиться впечатлениями и узнать, как попасть в Арктику. С удовольствием. Приглашайте. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.